На канале ГРТ программа «Обсуждаем вместе» и я, ее ведущая Екатерина Михайлова. Здравствуйте. События, принятое решение, заявления, декларации, которые звучали в 2023 году со стороны молдавских властей, не прошли бесследно для Гагаузии. Законный теперь НДС из местного бюджета, замороженные отношения между Камратом и Кишиневым. Об этом и не только мы поговорим и обсудим сегодня с Александром Дюльгером, депутатом Народного собрания Гагаузии. Александр, здравствуйте. Добрый день. С Михаилом Влахом, советником Башкана по связям с общественностью и СМИ. Михаил, добрый день. Ларисой Червин, начальником управления экономразвития и туризма Гагаузии. Лариса, здравствуйте. Рада вас видеть. Как выходить из тупиковой ситуации? Александр, вопрос к вам, потому как именно вы работали над этими поправками, работали с тем, чтобы как не допустить эти поправки в законную силу. И сегодня стало известно о том, что руководство Гагаузии обратилось к представителям международных дипмиссий с просьбой оказать поддержку для покрытия дефицита бюджета автономии. На ваш взгляд, почему власти не слышали весь прошедший 23 год глаз Гагаузии? Спасибо. Я постараюсь максимально содержательно, кратко, потому что вопрос очень объемный, требует предыстории. Хочу сказать, что я вхожу в межпарламентскую рабочую группу, членом являюсь, у нас там группа депутатов Народного собрания. Мы в прошлом году вместе с коллегами с Кишинева пытались действительно найти этот компромисс, убедить наших коллег, что это решение неправильное, дискриминационное в отношении нашей Гагаузии. И оно явно не носит никакого правового абсолютно характера. Это решение принято в угоду чьих-либо амбиций личных и ничего общего с законом не имеет, потому что экономический анализ глубокий никто не делал. Мы просили, давайте сделаем экономический анализ, посчитаем. И действительно, если действительно это так, мы примем решение, какое оно есть законное, чтобы было законом. Вот, к примеру, я хочу просто очень много говориться на вашем телевидении везде, объяснить людям в Гагаузии, телезрителям, очень просто, чтобы доступно было понятно. А что много выступает, конкретика, суть в чем. Вот у нас бюджет Республики Молдова на этот год составляет 66 миллиардов лей. Он принят с дефицитом, расходная часть там где-то 82 миллиарда, 15 миллиардов лей, дефицит бюджета. Так вот, из этой доходной части 66 миллиардов лей, 34 миллиарда лей составляет дохода НДС, чтобы было понятно, налог на добавленную стоимость. А у нас наш бюджет поступления были всего лишь где-то 120 миллионов лей. И вот это яблоко раздора в общей масс-системе налогов, формирования НДС, в которой участвует вся республика, в том числе жители Гагаузии, решили дискриминационным образом просто экономически уничтожить нас, Гагаузию, а в целом и нашу автономию, потому что нам придется специально настраивать народ против власти, что мы здесь ссорились, потому что власти придется урезать социальные программы. Это и питание детей в школах, это и учащимся ко дню знаний и компенсации, по рождению детей. И многие другие, и вообще-то запланировано в этом году 44 миллиона лей. У нас был принят социально ориентированный бюджет, помощь социально уязвимым слоям в зимний период. Так вот, нас ставит такое, как вам сказать, приставили, можно сказать, нож к горлу, и мы придется урезать все эти социальные программы. Так вот, у нас... Смотрите, как принят этот закон, это мина замедленного действия. Я считаю, что этот закон, вот мы рабочая межпарламентская группа, почему приостановили? После принятия этого закона власти центральные, они перешли красные линии, конкретно красную линию, за которой у Гагаузии нет будущего, они уничтожают нас. Это та линия, так скажем, Керзона, за которой гагаузская линия должна быть наша национальная идея. Мы все гагаузы объединимся за каждого гагауза, за каждый дом, за каждого жителя. Это касается каждого жителя автономии. В том числе мы являемся гражданами Республики Молдова. И так, получается, избирательно дискриминируют нашу автономию. К примеру. Знаете, вы сказали слово «дискриминируют», и чуть раньше «дискриминация». Слышали вы о таком вот наречии, как положительная дискриминация? То, что сейчас происходит относительно, это звучит со стороны молдавских чиновников. Сейчас помню даже, кто сказал, но это бред конкретный. Хочу сказать, что так выражаться политикам, тем более высок. Как можно дискриминировать положительно? Само слово дискриминация — это уже угнетение, гнет.
Как оно может быть положительным? Это просто издевка, издевательство звучит с уст таких больших чиновников. Я хотел бы на примере, чтобы жители Гагаузии поняли, в чем заключается вот это уничтожение нашей экономики. К примеру, вот возникла такая ситуация. Вот предприятие есть в Гагаузии. Ну, возьмем, к примеру, винзавод. Он есть в каждом населенном пункте, винзаводы есть. Они экспортируют вина за границу, за рубеж. У них поступление, допустим, с винзавода в бюджет Гагаузии, к примеру, 2 миллиона лей. Да? 2 миллиона лей идет в бюджет Гагаузии. Но сами вот это для производства закупка винограда, тары, упаковочный материал и все сопутствующие накладные расходы, к примеру, предприятие получает в Кишиневе, закупает или в других за пределами Гагаузии. Это составляет, грубо говоря, в год еще 10, 12, 15 миллионов лей. Так вот, это предприятие, согласно этому дискриминационному закону, обращается к нам, чтобы мы с центрального бюджета возместили им не 2 миллиона, а плюс еще 15, которые НДС был уплачен в Кишиневе за пределами Гагаузии. При такой постановке вопроса, и плюс нам с Кишинева что говорят? Вы уплатите эти 15 миллионов сейчас им, этим экономическим агентам, а мы в следующем году эту разницу 15 миллионов вам в будущем возместим. Получается, да. Гагаузия, у нас вообще-то это общегосударственный налог, НДС. Мы своими силами, средствами пополняем бюджет Молдовы, который и так 34 миллиарда лей НДС. Я хочу сказать, что вот если брать здраво и по-простому, вот жителям Гагаузии объяснить, 34 миллиарда лей, если разделить на количество населения, которое проживает в Гагаузии, процентом отношения 4-5%, то очень легко считается количество НДС, которое должно, и самый главный момент, тоже изучал экспортные, за счет экспорта возврат из этих 34 миллиарда, там где-то 4-5 миллиардов возвращаются. Остальные 30-29 миллиардов это составляет импорт. То есть закупаемые товары, импорт. Вот, допустим, житель среднестатистической Гагаузии идет на заправку, покупает бензин, покупает в супермаркетах товары, покупает другие необходимые, которые здесь, они зарегистрированы в Кишиневе, эти большие фирмы. Так вот, они платят НДС там, но в НДС участвуют все жители Гагаузии. И поэтому дискриминировать нас не получится. Я считаю, что вот это то, что уничтожает этим законом нашу автономию, это реально уже нельзя замалчивать. Нельзя вещи говорить дипломатическими, скрывать это отношение. Я считаю, что нужно говорить вещи прямыми именами. Вещи своими именами. И здесь хочу сказать, что своими действиями кишиневские власти, они на самом деле укрепили и объединили гагаузов, потому что все, как один, гагаузские политики, депутаты понимают, что кишиневские власти приняли этот беспредельный закон, действуют по беспределу, мы пытаемся, просим их, вернитесь, пожалуйста, в правовое поле. Мы не против обсуждать. Ну, вы же не хотите, вы просто гнобите. Это то же самое, как это открытый, неприкрытый грабеж своих же жителей, своих же граждан. И мы сегодня обратились, Народное собрание Гагаузии, совместно, кстати, с исполкомом, с Башканом Гагаузии, обратились к Турции, Турецкой Республике, Болгарии, Румынии, Российской Федерации, послам, всем международным миссиям и сказали, что угнетают автономию народ. И мы считаем, что это специально делается, чтобы здесь был правовой хаос, как махновщина, но власти не подумали, что этот хаос, вот этот неприкрытый, может коснуться, перейти на всю, неуправляемый хаоса не бывает. Он все-таки действительно создаст проблемы в будущем мина замедленного действия. Не получится так угнетать по беспределу своих же граждан. Плюс они внушают, обманывают своих же граждан, жителей молдаван, говорят, что Гагаузия якобы получает больше, чем другие районы. Это наглая ложь, очень наглая ложь, потому что если анализ трансфертов сделать по всей республике, какие есть выравнивающие, общие и специально идут другие районы, то Гагаузия не получает намного и меньше. И мы хотели эти цифры, чтобы Министерство финансов на межпарламентской рабочей группе, чтобы это все показали открыто, прозрачно, честно, смотря друг другу в глаза,
И тогда а так от нас всю информацию скрывают. Более того, мне сегодня вот сказали, что с нас просит уже фирма НДС, чтобы мы возместили, который образовался в 2022 году. То есть закон принят сейчас, этот дискриминационный месяц назад. Мы уже 2 года назад должны фирмам платить. Это вообще абсурд, это бред, не знаю, как даже назвать. У меня слов подходящих нет. Сказать боль, какую наглое, беспредельное, циничное отношение к нашей автономии вот они совершили. В таком случае вы считаете, что работа межпарламентской группы Народного собрания парламента должна быть возобновлена? Мы сейчас говорим, что мы готовы к диалогу. Мы и хотим диалогу, но после того, как наши партнеры, коллеги с Кишинева, они вернутся в правовому полю. Как можно говорить, если вас ущемляют со всех сторон, вас угнетают, давят незаконно при том. И как можно говорить на равных? Диалог должен быть на основе правового поля, равноправный, и чтобы нас слышали. А я так понял, что принимают эти законы не по закону или на основе экономического анализа, не в интересах граждан, а в угоду чьих-то амбиций. Вот кто-то захотел, к сожалению, политики рассуждают «хочу, не хочу», «нравится, не нравится». Знаете, вот эти категориями, если мыслят высшие наши чиновники, это к хорошему не приведет. Ну давайте оставим это на их совести. Мы надеемся на их, не то что совесть, благоразумие. Но я имею в виду сейчас... Я извиняюсь, хотел важное подчеркнуть, вот во всех программах говорят, а как так получилось, что 12 лет назад вот был принят этот закон, действовал десятилетиями. Да. То есть по закону тоже были заключения Министерства финансов, управления экономики, парламента, международных структур. Давали положительное заключение, что да, НДС остается в Гагаузии законно, все как положено. А сейчас, спустя 12 лет, резко все поменялось. И более того, нарушение закона о публичных финансах, такие изменения принятия невозможно в период бюджетного года. Он мог распространяться на будущее, но у нас еще бюджет, заложенный бюджет. Они просто раскромсали и бюджет, и будущее пытаются нашей Гагаузии. Но еще раз самое говорю, главное, это нарушение закона об особом правом статусе. Да, Гагаузии. это будет, я хочу сказать, что с одной стороны, они укрепили нас, мы стали еще сильнее. Внесли дух, что нам есть за что бороться, и мы не отступим. Это та линия, после которого диалог будет только в таком случае, если они вернутся в правовое поле. Ну, каким будет диалог, остается лишь догадываться. А сейчас я бы хотела обратиться к вам, уважаемая госпожа Червин. Какие результаты уже сегодня можно увидеть с принятием этих поправок в налоговый кодекс НДС касающихся? Что говорят люди, экономические агенты, как они обсуждают эту тему, как они реагируют на эти... Хочу сказать, что 27 декабря 2023 года нами была организована рабочая встреча с экономическими агентами, на которой присутствовали и депутаты Народного собрания, и исполнительный комитет, экономические агенты, где мы пытались разобраться с теми последствиями, с теми проблемами, с которыми сталкиваются наши экономические агенты. Скажу, что встреча была непростой. Экономические агенты, конечно, вправе требовать возмещения НДС, это все понятно, и они сейчас находятся не в очень выгодной ситуации. Мы стали разбираться, запросили от экономических агентов те документы, которые они предоставляют на возмещение. Когда мы стали во все это вникать, во-первых, не все экономические агенты, скажем так, мы были отправлены запросы 30 экономическим агентам, только 19 нам ответили, предоставили кое-какую информацию, остальные ссылались на конфиденциальность. Поэтому из тех документов, которые были нам представлены, хочу сказать, что мы обнаружили, что возмещение НДС идет за период ноябрь 2020 года. Вот то, что говорил Александр. И есть, конечно, некоторые акты. Значит, каким образом это происходит? Экономический агент подает заявление в налоговую инспекцию, они производят проверку, и на основании решения налоговой инспекции выставляется сумма к возмещению НДС. И получается, что мы возмещаем НДС за период декабрь-ноябрь 2020 года и по декабрь 2023 года. На наш взгляд, это неправильно, потому что закон вступил в силу с 1 ноября 2023 года. Поэтому как его возмещать?
Почему мы должны возмещать этот НДС за те периоды, остается открытым. Вы обращались за разъяснениями в министерство? Мы подготовили сейчас как раз необходимые документы, письма, рассылаем их во все органы, чтобы они нам попробовали объяснить, каким образом это должно быть. Потому что, вы понимаете, эти вопросы происходят из-за того, что нам все происходит непрозрачно. Нам никто не может объяснить, как это все, за какой период, почему так, где НДС, который гагаузский, которые экономические агенты, которые здесь его оставили, почему мы должны платить тот НДС, использовать который, возмещать который был оставлен на территории Республики Молдова. Кроме того, мы выявили то, что очень многие экономические агенты, которые подали заявление на возмещение НДС, они даже зарегистрирован только на территории Гагаузии, работают на территории Республики Молдова. По этим вопросам тоже у нас есть по этим предприятиям тоже есть очень много вопросов. Поэтому мы работаем, мы консультируемся. К сожалению, мы не были готовы к такому повороту. Но будем, исходя принимать решения, получать консультации, работать дальше в рабочих группах и пытаться выработать какую-то единую политику. То есть при встрече с экономическими агентами вы слышали их чаяния, вы знаете, о чем они думают, и наверняка также звучали мысли о том, о перерегистрации их юридических адресов. Да, такая тоже версия есть, и такое опасение тоже существует на сегодняшний день. Очень надеюсь, что экономические агенты нас слышат и понимают, в какой ситуации мы все оказались вместе, и очень надеюсь, что они все-таки проявят какую-то лояльность, патриотизм. Хотя к этому я все понимаю. Финансы, экономические агенты, обязательства, зарплаты. Я очень надеюсь, что мы найдем решение в самое ближайшее время и погасим задолженность перед экономическими агентами. К сожалению, действительно такая ситуация тупиковая. Заложниками, прежде всего, мне кажется, на мой взгляд, оказываются здесь дети, потому как достаточно много социальных программ рассчитано на развитие и обеспечение детства у нас в Гагаузии. К сожалению, есть такая сегодня тенденция к тому, что эти программы социальные будут закрыты, будут сокращены, вернее, в результате введенных поправок в налоговый кодекс. Михаил, мы также с вами говорили об этом, да и не только, пытались какие-либо пути выхода найти. Однако ситуация еще больше усугубилась, но Александр увидел здесь положительный такой момент, что это делает гагаузов сильнее и объединяет. То есть не было бы счастья, наверное, да несчастье помогает в этом случае. Пожалуйста. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня большой праздник, крещение, поэтому всех наших жителей я хотел бы и те, кто телезрители ГРТ, поздравить и пожелать в первую очередь здоровья, терпения. И я думаю, что вот так, если мы будем вместе, то мы сможем справиться с любыми трудностями. То, что сказал абсолютно Александр, я его поддерживаю, потому что, в принципе, так создавалась Гагаузия в конце 80-х, в начале 90-х годов. Всем не секрет, просто молодежь сейчас, которая управляет государством, они тогда ходили в школу и были детьми. Потом они пошли учиться в Гарварде и в румынских учреждениях, и они не знают, как создавалась Гагаузия, и по сути Гагаузия сохранила Республику Молдова. Вы знаете, всем об этом кому-то неприятно слышать, а кто-то забыл уже об этом говорить. Вот я вам хочу сказать, что в конце 80-х, начало 90-х, когда фронтисты объявили, и декларация стала выше Конституции, и вы понимаете, наша декларация Гагаузской Республики была гораздо раньше, чем декларация Республики Молдова. Если мы будем ссылаться на такие термины, то куда мы можем выйти? Вы понимаете, да, к чему я клоню? То же самое и с патриотизмом, и с консолидацией. Александр Дмитриевич очень правильно говорит, у нас у всех здесь свои взгляды, есть и партийная составляющая, но у нас есть народное собрание и есть у нас исполнительный комитет. То есть вот эти две ветви власти, которые по сути олицетворяют государственность гагаузской автономии. И мы знаем и помним, что когда шло давление на эти две ветви власти, всегда народ,
который делегировал эту власть, он забывал все обиды друг с другом, все партийные установки, ссоры, скандалы оставались на второй план, и мы защищали эти два института власти, в том числе и саму гагаузскую автономию. Я хочу напомнить, что 10 лет назад был референдум, и он тоже проходил в непростых условиях, уважаемые друзья, и тогда тоже были политические склоки и споры, но мы помним, как с 2013 года и последующие 8 месяцев гагаузский народ только укреплялся. Мы помним эти сходы граждан, мы помним сначала и импичмент Башкану, и ссоры в Народном собрании, но потом монолитно, как кулак, в едином порыве референдум. Сегодня... Которые обеспечили большинство рядовых граждан. Абсолютно, аминь. Сегодня что происходит? По сути, надо ссылаться вот на законодателя Александра Дмитриевича, так как председателя юридической комиссии по правам человека и по правопорядку. Он здесь рассказал две маленькие формулировки. Есть бюджет страны, более 66 миллиардов лей, и есть дефицит. Значит, они могут пользоваться этим дефицитом, внешними партнерскими деньгами, грантами и так далее. А получается, что за Чукурминжиром люди не живут. Или люди живут не этого государства. Понимаете, на нас это не действует. Более того, президент и действующая партия сказали, что если вы не проевропейцы, а как они могут определить? Есть специальный тахометр или есть какие-то параметры, как мы можем определить европейца от неевропейца? Они говорят, туда деньги не пойдут. Вы видели, да, на местные выборы, как власть сказала, выиграют выборы, которые от партии ПАС, проевропейские, значит, туда деньги пойдут. Не выиграют. И когда господин Гроссу, председатель парламента, говорит, добрая дискриминация, которая должна привести в чувство, да, там, ну, как бы с хорошей, вы знаете, ну, это тут попахивает, сказал, да, конечно, председатель, вы понимаете, тут попахивает очень опасными делишками. Почему? Потому что это бюджет это общий семейный бухгалтерский вот такой вот, как в любой семье есть, вот мы с вами работаем, пришли домой, мы знаем, сколько мы заработали в месяц. Вот это так же. Мы сегодня знаем, что мы работаем, как Александр Ильич сказал, на один бюджет, а получается его только делит вот эта вот кучка власти. И абсолютно нам говорят, что 12 лет вы жили по-другому, вы жили неправильно. А сегодня вот мы приняли решение, мы решили, раз вы говорите не так, если у вас есть особое мнение, у вас есть особая автономия, мы вас должны сравнять на уровень района. И вот это вот продолжается и продолжается. Я думаю, что Гагаузия справится с этими потрясениями. Этот год будет очень сложным. Лариса Георгиевна, наша Минэкономика, Татьяна Михайловна, я видел, у вас была Сорман же, финансы. Они действительно работают 24/7. Они погрузились в такую работу, потому что тут что ты не урежешь, ты на все сделаешь больно. Вот пальчик, если порежешь, и он начнет кровить, начнет болеть вся рука. Мы не можем сегодня отказаться от детей, чтобы дети бесплатно кушали в школах. Мы не можем отказаться от садика, мы не можем от освещения, мы не можем от материнского капитала. То есть тут мы не можем что-то урезать. Я вам больше скажу вам по секрету всему свету. Даже если мы уберем все программы и мы все урежем, все равно будет проблема дефицита в бюджете. Мы не справимся с этим коллапсом. Поэтому эта мера, я заканчиваю мысль, чтобы завершить. Это мера специальная у власти центральной. Они хотят собственный народ гагаузский, настроить против власти. То, о чем я чуть-чуть ранее говорил. То есть против исполнительной власти, Башкана, против депутатов Народного собрания. Дескать, вы не справляетесь, а людям хотят сказать, что вы не тех выбираете. Я же сказал, что надо выбирать хороших людей, понимаете, а вы выбираете плохих людей, поэтому мы у вас забираем бюджет, и вот постарайтесь так жить. Друзья мои, я хочу сказать, что красная линия действительно, она пройдена. И очень правильно, что депутаты Народного собрания приостановили рабочую группу, потому что ходить чай пить, говорить о памятниках и не говорить, что вот мы два субъекта, мы в одном доме живем. У нас есть маленькая квартирка, которую мы сами защитили и заработали. Нам ее никто с барского плеча не дал.
Если окунуться, у нас в этом году 30 лет день рождения автономии. Вместо этого, чтобы власть показала, что мы хотим идти в Европу, и на примере Тироля, Оланда или других автономий, что мы действительно стремимся в Европу, и мы хотим этот Приднестровский регион все же притянуть, давайте гагаузам дадим хотя бы то, что было им отрезано в законе об особом правовом статусе. Мы ничего не придумали, мы же вернулись в страну, мы были республикой, вернулись в страну, сказали, мы хотим в этом общем доме жить. Сегодняшняя власть говорит, а вы неправильно ходите, вы неправильно говорите. Поэтому, завершая мысль, я думаю, что наши внешние партнеры, такие как Турецкая республика, Тюркский мир, мы должны выйти за пределы Гагаузии. Я думаю, что хватит говорить с центральной властью, надо говорить с их кураторами. И очень хорошо, что уже пошли письма в аккредитованные посольства, но они не слышат. Нужно поехать в Брюссель, нужно поехать в другие площадки. Все же надо выйти и за пределы Республики Молдова, чтобы сказать, это вы дали такую установку? Такая Европа по-настоящему. Мы тоже бы не против пойти, как бы, чтобы была демократия и чтобы ценности эти работали. Работали на малые народы. Поэтому я думаю, что мы консолидировались. Мы должны больше общаться на эту тему. Вы должны, журналисты, спрашивать у экономики, у финансов, у депутатов, какой выход из ситуации. Мы общественность. Мы Александр вот усмотрел ситуацию, как находить диалог с центральными властями. Это возобновление, частичное возобновление межпарламентской Только после того, как они заметят. Вернуться в правовое поле, Конечно. отменят этот дискриминационный закон. Это обязательное условие. Пожалуйста, мы готовы к диалогу. Они не могут понять, я извиняюсь. В таком случае, в 23-м году депутаты, ряд депутатов встречались с дипломатами, с тем же послом США в Америке, с США в Молдове. Да. И с европейским депутатом. Да. Сейчас смотрите, все били по плечу и сказали, мы вас услышали, мы постараемся им тоже донести. Но беда в том, что власти центральные, они сделали некие нарративы, что мы пятая колонна и мы сепаратисты. И вот они сегодня европейским чиновникам и европейским кураторам говорят, что мы совсем не такие, как они. Поэтому проблема сегодняшнего посла Америки, посла Европейского Союза, всех аккредитованных дипмиссий, что они сегодня пришли блюсти и показывать ту Европу там у них дома. Вот если есть эта дискриминация, то, о чем сказал Александр Дмитриевич, они должны вмешаться в этот процесс и сказать, коллеги, стать посредниками настоящими. Ведь мы автономию, когда создавали, был Совет Европы, Венецианская комиссия, они стали посредниками. Я думаю, что сегодня они должны стать посредниками. Но я думаю, что они тоже знали этой ситуации еще в прошлом году и знали, каково истинное положение дел между центром и между центром и Камратом. Александр, а вы какие тогда видели нарративы со стороны европейских послов? Я хотел бы сначала вообще полностью поддерживаю Ларису Георгиевну Петровичу. Очень правильно тоже. Суть, знаете, в чем? Вот Михаил правильно подметил, что вот обвиняют. Я на самом деле считаю, что это власть, которая принимает такие бездумные, дискриминационные, вообще непонятно какие законы и действуют не в интересах жителей Молдовы. Это они являются пятой колонной и агентами по разрушению нашего государства. Поэтому люди видят это все, понимаете? А показывать пальцем мы, гагаузы, на самом деле, являемся самыми большими патриотами Республики Молдова. Мы пытаемся донести до властей сильная Гагаузия, сильная Молдова. Понимаете, сильная Гагаузия, которая поддерживает... Мы, в принципе, к молдавскому народу и 100 раз повторял. Молдаване наши братья, у нас там куча союзов и браков там, и друзей. Простой народ молдавский, в принципе, к нам не имеет никаких. Мы фактически слились в одно единое целое, одна единая общность, государственник. Живем в Республике Молдова. Мы не делим, да, мы жители Молдовы. А вот эти власти хотят... действующие, они списать свои провалы в экономике, в управлении, хаос везде, пытаются вот эти нарративы выдумывать. Ну, гагаузы такие-сякие, они хотят не знаю что больше, хотя ничего экономический анализ сделал. Просто какому-то политику захотелось там, вот я вообще поражаюсь, как можно называть дискриминацию положительной. Это же надо додуматься до такого слова положительная дискриминация. То же самое я сейчас пойду тому политику, если кому... Это положительная дискриминация, это угнетение целого народа, это положительно, что ли? Это не было бы смешно, вернее, если бы не было так обидно и грустно. Потом мы, смотрите, дальше
правильно мы будем действовать дальше. Мы поднимем, если мы до сих пор пытались решить этой межпарламентской группы, внутри Молдовы обращались к дипмиссиям, сейчас у нас полностью развязаны руки. Мы будем подключать и тюркский мир, Тюрксой, у нас очень мощная тюркская организация Тюрксой, и Азербайджан, Турецкая республика, и у нас Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, тюркский мир, это очень большой, это где-то получается 500-600 миллионов жителей и очень много государств. Это первое. Мы обязательно будем везде показывать, что... Вы назвали постсоветские государства. Нет, пока. нет, нет. Нет, Турция, Турецкая республика, ну, есть Иран, там тоже очень много живут Венгрия и так далее, азербайджанцев. член У нас есть сторонники в Европейском Союзе. Везде будем ходить, даже до трибуны ООН, дойдем на трибуне ООН, возможно выступить наш либо Башкан, либо председатель Народного собрания, либо совместно. Мы добьемся этого, но мы не хотим, как вам объяснять, мы хотим мира, чтобы у нас был, мы здесь разобрались, мы граждане одной страны, как можно делить одних туда, третьих сюда, четвертых. Так мы хотим объединить это государство, сделать его сильнее, лично я за это. Хочу, чтобы была сильная Гагаузия, сильная Молдова и сильные гагаузы всегда будут поддерживать в целом Молдову. Мы хотим за суверенитет, чтобы у нас была независимая, сильная республика Молдова. Тогда, когда у нас будет сильная Молдова, сплоченность, тогда никакие проблемы у нас в Молдавии не будут. А нас Но искусственно это разделяют. Конституция Республики Молдова. Да. Суверенное государство, независимое государство, демократическое и правовое. Ну вот обратное, к сожалению, действует от обратно. Действия другие. Так вот, жителям хочу сказать, исходя, мы просто начали в цифрах говорить по НДС, ну, наши жители как бы в общем понимают тоже ситуацию. Ну вот если у нас бюджет попадало 115-130 миллионов лей НДС, то по логике этого дискриминационного закона мы должны будем даже возвратить вот начальник экономического развития, начальник управления 300-400 миллионов. Вы представляете, до такой степени может дойти. У нас даже не будет средств из нашего бюджета это платить. А это называется, хотят обанкротить нашу автономию, умножить на ноль, экономика убита, здесь разрозненность, все ссорятся между собой, жители злые. Вот так уничтожается малочисленный народ, и нас хотят оставить пунктиром истории. Но такого не будет. Они это не поняли. Не будет такого. В истории много было, где в трудных этапах. Так вот, в сложные времена гагаузы всегда объединялись. И мы находили поддержку, и найдем эту поддержку, потому что мы сила правды. Мы на правильном пути, мы делаем правильно, мы просим справедливости и просто законности. Мы лишнего, ничего-то от них не просим, понимаете? Будьте по закону об особом статусе, согласно Конституции, и все будет, наверное. Поэтому мы на правильном пути, и я думаю, что мы добьемся, по крайней мере, наши коллеги с парламента, я думаю, что многие тоже осознают, что они дали маху реально с этим законом. Они переборщили, перегнули палку. И некоторые здравомыслящие люди самих там в кругах власти думают, как только в парламенте, но и в ситуацию надо как-то отрегулировать. Понимаете, ну как-то перегибанием пружины, если сжимать до конца пружину, она, знаете как, один прекрасный раз зажмется очень сильно. И у палки есть два конца. Госпожа Червин, а вот в таких условиях как будет развиваться экономика у нас в Гагаузии? Вообще будут ли эти условия созданы? Какие шансы? Понимаю, что это такой, можно бы сказать, риторический вопрос, и все же у вас есть свои прогнозы на сей счет. Сложно очень ответить, конечно, в данной ситуации. Вы знаете, я полагаю, что мы должны, несмотря ни на что, планировать, вести свою работу, каждый на своем месте, исполнительный комитет на своем, Народное собрание будет делать то, что он должен делать, общественные деятели будут делать свое дело, и мы в любом случае мы добьемся справедливости, и я думаю, что вместе с экономическими агентами, вместе с нашей политикой, вместе с нашими программами мы все равно будем осуществлять те наши направления и планы, которые мы планировали, несмотря ни на что. И как сказал Александр, это настолько объединяет нас это и делает нас сильнее. Благодарю вас. Михаил, скажите, в свете предстоящих событий, грядущих событий у нас в 2024 году, я имею в виду сейчас президентские выборы. Кстати, сегодня говорили о том, что рядовые жители, которые к нам дозвонились в прямой эфир, о том, что они будут
бойкотировать президентские выборы. Кстати, они хотят, чтобы депутатский корпус выразил свою точку зрения относительно того, чтобы бойкотировать президентские выборы. Но это, что называется, пока так, в необозримом будущем. Как вы думаете, вот проведение референдума о реинтеграции, который был инициирован, предложен госпожой Майей Санду, и проведение президентские выборы в один день, это очки в чью-то пользу, это экономия госбюджета или это что? И насколько это вероятно сегодня? Если позволите, я хотел бы добавить у Лары Георгиевны Ларисы Георгиевны по поводу экономических агентов, планирования и работы. Буквально вчера, это очень важно, потому что они, вы видите, центральная власть, она работает сразу по нескольким направлениям и удушающе и делает. Потому у нас патентообладатели в тупиковой ситуации, их в Гагаузии тоже немало. И вы знаете, когда человек сам создает себе рабочее место, когда государство ничего не сделало для того, чтобы он создал рабочее место, он сохраняет. Тут много споров, и бизнес, конечно, по-разному к этому относится, но я думаю, вот те малые бизнесы, те малые предприятия, патентообладатели, они все же должны чувствовать поддержку государства. И вот в Гагаузской автономии эта поддержка есть со стороны исполнительного комитета и законодательного органа. Вчера было принято решение исполнительным комитетом, и уже в Народном собрании, в канцелярии оно есть. Мы разговаривали и с Александром Митричем лично, с юридической комиссией, с Леичем Георгиевичем. Мы знаем настроение Президиума Народного собрания. Они продлят еще на 1 год, до 2025 года, хотя бы, чтобы остановить вот этот накал со стороны простых людей, потому что люди на базарах мерзнут. Вы понимаете, люди закрывают магазинчики и уезжают за границу работать. Это из той серии, то, что вы спросили мое мнение по референдуму. Сейчас, чтобы ответить вам по референдуму, я скажу следующее. В этом году, 2 февраля, совсем скоро, через 2 недели, уже меньше, будет юбилейная дата. Ровно 10 лет назад гагаузский народ продемонстрировал не только молдавскому сообществу, но и всему миру, продемонстрировал, что такое демократия в действительности. То есть гагаузский народ вышел и в один день провел 2 референдума. Один законодательный. Я хочу напомнить жителям Гагаузской автономии, знаю, очень много экспертов нас смотрят с разных стран. И им, пожалуйста, напомнить, чтобы они залезли в интернет и посмотрели, что это такое. Значит, гагаузский народ провел первый референдум, это законодательный, об отложенном статусе Гагаузия, Гагаузии, потому что в случае, если Молдова потеряет свой суверенитет, нейтралитет, независимость и государство перестанет существовать, гагаузы в тот день приняли решение, что они останутся своим государством собственным. То есть вернуться к 1995 году. Мы вошли через референдум в состав Республики Молдова в марте месяце. Мы на референдуме 10 лет назад приняли решение. Второй очень важный вопрос, то, о чем Майя Санду сейчас наконец-то услышала жителей Гагаузии, и спустя много-много лет они хотят проконсультироваться с населением. И это, в принципе, неплохо. Потому что мы много лет говорим Республике Молдова, проконсультируйтесь с народом, куда народ, это важные вещи, вектор развития, куда народ хочет. Но тут парадокс интересный. Майя Санду, эксперты, парламент, правительство, мы слышали мнение Речана, они забалтывают население и хотят объяснить им, дать им морковку очередную, что, дескать, мы сэкономим деньги и мы проведем референдум в один день с президентскими. Ну, так, чтобы было хорошо. Как вы думаете, кто становится сразу обладателем крупного пакета акций вот в данной ситуации? Конечно, Майя Санду. Более того, вот тот нарратив, который они говорят, что мы за Европу, флаг европейский в наших руках. Как вы думаете, у оппонентов и Майи Санду оппонентов есть шансы какие-то? Абсолютно нету. Следующий момент, я сегодня вообще бредовую идею услышал. Они хотят сделать 2 бюллетеня. В одном бюллетене будет, Дима Чебушенко там написал, в одном бюллетене будет Санду Европа, кто за, и оппоненты и против Европы. Кто против?
То есть они это караул. Вы понимаете, вы сейчас чуть выше, Екатерина, говорили насчет Конституции. Чуть выше, к Александру. Так вот, вы представляете, как дошло наше государство, наши политики, что они сделали из Конституции половую тряпку. Конституция – высший закон. Выше закона нету. И сегодня судьи Конституционного суда, я не буду делать оценку, они граждане другой страны. Президента Национального банка, гражданка, в один день получила сразу мандат, все национальные деньги наши, молдаван, Тама. И так далее, так далее, так далее. Сегодня Михаил Васильевич Киндигелян вам передает пламенный привет, сегодня я с ним говорил. И вот он сказал, что к 10-й годовщине референдума гагаузы должны будут определиться и подумать, что делать дальше. Потому что то, что сказал Александр Дмитриевич, это действительно бутует. И вам не просто так люди звонят, простые жители, и говорят, что либо надо бойкотировать, либо надо что-то сделать. Но так дальше жить нельзя. Вы понимаете? Мы не можем дальше молчать. Тут до передачи говорили о каком-то здравом смысле. Вот Лариса Георгиевна говорила, ну все, мы думали в прошлом году, может, заобладает вот этот вот здравый смысл. Вы понимаете, центральная власть в лице партии ПАС, они показали, что здравый смысл может быть только по-ихнему. Хорошие люди только они. Европейские цены на газ, на продукты питания, все только как они знают. Но они знают, куда вести страну. И поэтому, я думаю, тот референдум осенью, который будет, спасибо Народному собранию, хочу сказать. Многие обижались, и коллеги даже депутаты. Кто-то даже говорил там с этой высокой трибуны, что ЦИК надо сохранить и отдать его тоже в Кишинев, чтобы выбор народа. Вы представляете, до чего тоже дошли наши коллеги. Мне очень жалко, что такое бывает в прямом эфире. И говорят, вот выбор народа же был, мы же не можем к выбору народа как-то относиться. Мы только с уважением должны относиться. Так вот, ЦИК тоже надо отдать в Кишинев, чтобы они принимали решения. Вот как было, вы помните, в последний день сняли целое политформирование, потому что так подумала чрезвычайная комиссия. И здесь, слава богу, большинство депутатов, большинство избранников народа приостановили ЦИК, потому что его с 1 января не стало бы, в Гагаузии больше не было бы ЦИКа. И мы сегодня не смогли бы центру, допустим, сказать, что хорошо, вы хотите на референдум, не вопрос. Давайте мы проконсультируемся с нашими депутатами, с жителями Гагаузской автономии, с политиками, с отцами-основателями. Может быть, мы на этот референдум поставим свой вопрос. Проведем съезд депутатов всех уровней в марте, в апреле, в мае. На этом политическом форуме, который тоже пройдет ко 2 февралю по случаю десятилетия, чтобы мы провели анализ. 10 лет прошло. Мы идем в Европу. Европейские структуры с автономией, как с субъектом, общались как с особым правовым образованием. Что Европа нам предложила? Вот понимаете, потому что сегодня центральные власти занимаются внешней политикой без нас. А в 12 статье, в 6 пункте у нас четко и в особом правовом статусе и в уложении четко прописано, что внутреннюю и внешнюю политику, что касается жителей Гагаузской автономии, определяют граждане. Наши, вот, так сказать, кого мы выдвигаем туда во власть. Народное собрание, исполнительный комитет и Башкан Гагаузии. Сегодня этой нормы нету, поэтому и на форуме, и уверен, что будет съезд депутатов всех уровней. Там будет принято решение, если идем мы на референдум или не идем мы на референдум. Или мы делаем раньше этот референдум, чем республиканский референдум. Мы же можем, Александр Ильич, все можем. То есть мы с такой же повесткой выходим, но со своими вопросами. То есть мы же уже 10 лет назад провели референдум. У нас есть, в принципе, данные жителей Гагаузской автономии, они высказались. Они могут сейчас немного, возможно, может быть, разниться. Может быть, 100% сейчас будет на восток, а может быть, будет 90% на восток. Ну, никто не знает, но в целом повестка все равно не изменилась. А почему не изменилась? А потому что нет взаимоотношений хороших.
И европейские чиновники разрешили Кишиневу бить вот этой вот большой дубиной нас, жителей Гагаузской автономии. Поэтому к референдуму жители Гагаузской автономии ой как подойдут серьезно. Я вам больше скажу, уважаемые телезрители и те, кто будут нас смотреть, а это и граждане Республики Молдова. Я знаю, мне звонят с Бричан, мне звонят с Бельц, мне звонят со многих районов и спрашивают: Миша, что будете делать? Я говорю, мы обязательно вам скажем. Потому что Гагаузия всегда была и остается якорем, то, что сказал Александр Дмитриевич, суверенитета и государственности Республики Молдова. Мы действительно, Гагаузия, являемся патриотами этого государства. Мы не хотим, чтобы оно пропало. Мы не хотим, чтобы государство потерялось. И поэтому я думаю, что многие граждане Республики Молдова будут определяться по Гагаузии. Вот увидите. Ну, чтобы не потерялось, его надо укреплять. То есть этот якорь, безусловно, необходимо также как-то содержать. Здравый смысл, справедливость – это слова, получается, впустую. Мы все ждем, когда они восторжествуют, но, увы. Относительно референдума и президентских выборов, Александр, как вы считаете, насколько вероятно с юридической точки зрения проведение этих двух мероприятий в один день, учитывая, что согласно рекомендациям Венецианской комиссии, не есть, по-моему, не есть хорошо, когда в один год с выборами принимаются изменения в Совершенно избирательный правильно кодекс. подметили, есть да, рекомендации. Просто хочу сказать, что вот опять буквально вчера опять внесли изменения в избирательный кодекс. У нас вот каждый раз вот как будто захотелось, как будто что-то не нравится, перекраивают под себя. Вот это Четвертый раз, Александр. Получается, вот как было подмечено, ценность, как вам сказать, закон такой, если он принят закон, он должен быть продуман, соблюдаться, должен ясным, логичным, понятным и предсказуемым. Особенно избирательный закон, предсказуемым. То есть правила игры, знаете, участники, конкуренты, они готовятся. А здесь меняются на ходу все правила под себя, один день референдум. Я хочу сказать, что насчет референдума. Знаете, Екатерина, вот и наши коллеги, жители Гагаузии, вот понятие само, что такое европейские ценности и принципы. Мы православные и глубоко ценим семейные традиции, не только гагаузы, и жители Молдовы в большинстве своем. И никогда в жизни эти жители не воспримут понятие родитель один, родитель два. Таких понятий, в принципе, здесь ЛГБТ, все вот это Содом и Гоморра мы не позволим. Жители это, мы не гомофобы. Есть там их группы, не надо это все навязывать детям и все остальное. Да, она может был процентом 0,00 какой-то процент. Зачем это все выпячивать, насаждать сознание, все это пиарить, демонстративно все это насаждать. Это чуждое нам, понимаете? И никогда нашим обществом, по крайней мере, я уверен, и большинство жителей Молдовы тоже точно так же рассуждают. Так какие ценности? В чем они заключаются? Ценности того, что кредиты, которые поступают, делиться по своим примарам, которые поддержали ПАС, а эти кредиты должны возвращать все жители Молдовы. В этом ценности европейские. Делить по принципу, допустим, свой-чужой. Извините, но мы уже видим, что это не то, не туда и не так все это делается, не туда нас ведут. Потому что вот жители Гагаузии, исходя из того, что высказывал, по-моему, президент высказывал, что кредиты европейские получат только те, которые поддерживают примари европейские. Да, но кредиты возвращает вся Молдова, в том числе и Гагаузия. Значит, мы должны в общем все возвращать, а получат только те, кто поддерживает. Ну, это вообще-то, я считаю, что не то, что, даже не знаю, нет слов, по политическим методам делить бюджетные средства. Мы же все жители одной страны. С этого начинается раскол. Понимаете, когда свой, чужой. Вот Гагаузию, вместо того, чтобы они вот являются пятой, отталкивают Гагаузию в сторону, делают, пытаются из нас резервации сделать. Вот это никогда не объединит. А мы хотим, наоборот, быть единой, сильной стране, поддержать Молдову везде, на всех. Ну как получится, мы-то имеем благие желания насчет этого, чтобы объединиться, быть вместе, одним целым составляющим. Гордиться, что мы жители Республики Молдова. Мы гордимся, но власть пытается сделать по-другому. Рассорить, разобщить, разрушить, такое ощущение. Все делается совсем наоборот. Поэтому очень сложно будет объяснить действующей власти, что такое европейские ценности и как за них голосовать и куда мы идем. Технологии европейские. Вот ни один завод за 10 лет с европейскими технологиями не построен в Молдавии. Один завод какой-то, чтобы был высокотехнологичный по производству каких-то
ну, неважно, холодильников, там, компьютеров, там, пылесосов или какое-то производство. Ничего такого нету. Наоборот, нас уничтожает рынок, приходят крупные гипермаркеты. Да, гипермаркеты, все это. Мы не видим производства. Да, если были бы технологии по производству, там, Мерседес открыл бы филиал завода где-то под Кишиневым, выпускали бы какие-то комплектующие, какие-то там телевизоры. Было бы понятно, что вот это ценности технологические. А ЛГБТ, вот это родитель 1, родитель 2, такую Ну, чушь может мы не быть, воспримем Александр, никогда. И конечно, этого не будет. Это не примется никогда. ни в каком обществе, Гагаузии даже точно. и европейском в том числе. Александр, Оттуда их Ну, вы знаете, просто тоже есть определенные взгляды на все происходящее сегодня. Кто-то пытается вздуть эту тему, простите за такой глагол. Так и раздувает. Но реалии немножко все-таки Я другие. за то, что такие, допустим, они есть, эти ЛГБТ. Они везде, они есть Они, везде. может, и были, они были 0,1%, а навязывают 7,99,9, всю свою психологию и повестку навязывают. Так не будет, как можно Ну, так? давайте, коль коснулись европейских ценностей, коснусь я европейской страны, а в частности Румынии, да? Далеко не будем ходить. Знаете о том, что там сейчас протестуют фермеры, перевозчики и продолжают блокировать основные дороги. Переговоры с правительством провалились. Это показатель того, как расходятся интересы власти и общества. Я извиняюсь, Да, вы пожалуйста. подметили Румынию. Как раз хочу сказать, что Румыния одна из входит в тройку православных стран, где 98% жителей православных. И там уже есть Да, прецедент. Конституционный суд их, по-моему, там есть прецедент, что уже признали вот этот родитель 1, родитель 2. Понимаете? Уже вот это глубоко православное 98% общества проникает вот это... Спрут это, да? Да, даже не знаю, как назвать, культурно, чтобы не мне другие... Я о другом, культурно об Александр, этом говорить относительно сложно. того, что относительно вот взаимоотношений властей и общества, относительно нежелания властей найти компромисс с рядовыми гражданами своей же страны, но особенно тех, кто оказался в трудной ситуации. Сейчас, но это в Румынии. А мы здесь, и у нас тоже далеко не, У нас много проблем. не такая уж Одна из вот проблем, хорошая Екатерина, ситуация. смотрите, вот наши власти тоже закупают радар за 40 миллионов долларов. В то же время у нас был недавно, месяц назад, пару недель снегопад, люди гибнут из-за того, что не расчищен там в Штефанводском районе, не смогли расчистить трассу, два человека, по-моему, умерли машину. погибли, да. Так не лучше купить на эти деньги экскаваторы, грейдеры, расчищайте дороги. Если бы такая метель была одна неделя, кажется, Молдова была в таком коллапсе, что и радарами, и армией здесь сложно выжили, накрыло бы за неделю так, что мы не знаем, что было бы с нашей страной. Если один день метели, мы уже в хаос здесь погрузились, не могут справляться, то если неделя такой метели, то это Но катастрофа. у нас Угрожает тоже... безопасности нашей страны. Поэтому Да. надо закупать грейдера, экскаваторы, инфраструктуру развивать, а не металлолом, который действительно никакого эффекта не имеет, потому что наша страна, если так взять по территории, современные системы самолетов, истребителей, они за 10 секунд вдоль и поперек страну могут перелететь. И от этого радара никакого толку, на самом деле. И от кого защищаться? Вот самое главное. От кого защищаться? Надо думать о народе. Мы мирная страна. И вот вы сказали к референдуму, посыл такой. Вот мы думаем так, вот есть наше формирование, вот партия Возрождения. Мы не делим дружить с кем-то против кого-то. Этот референдум еще раз разделит общество, потому что нормальное государственное, по государственному, если мыслить, надо дружить со всеми. Допустим, есть сторонники, я уверен, что референдум где-то будет 52-48 против и за. И наоборот, то есть такое разделение будет. Так это будет 50/50 разделено общество. Так дружите в интересах, кто вам мешает, и с Европой, дружите и с Востоком, и с Турцией, с Западом, и с Севером, со всеми, в интересах жителей Молдовы. Вот какой посыл, очень простой. А я если- все о фермерах, Александр, которые тоже румынские, да, пытаются достучаться до своих властей, и наши тоже ведь пытались. Увы, тщетно. Значит, Получается, что рядовому гражданину рассчитывать на поддержку властей вовсе не приходится. вот смотрите, как заблокировать не только в Румынии, это и в Польше, и это как в Чехии, везде пытаются защитить своего производителя, понимаете, своих. У нас
Такой защиты, я не говорю, если вы берете только отдельно взятых фермеров. Фермеров, у да, нас да, везде, да. Ну, и учитывая, кроме что у нас фермеров, аграрная страна. Везде есть проблема. У нас действительно аграрная страна. И в первую очередь должны действительно развивать аграрный сектор. Аграрная, продовольственная безопасность. Это у нас номер один. Ну, вы смотрите, как получается. У нас когда-то, если взять еще Советского Союза, у нас были свои помидоры. Вот мы заходим в супермаркет, и ни одного своего нету. Ни яблока, ни помидоров, ни овощей. Турция, Это стыдно, Испания, это стыдно должно быть, что в Молдавии, аграрной стране, вот надо развивать это все, бахчеводство, садоводство, животноводство, вот туда нужно развивать, об этом думать, чтобы люди не уезжали, были задействованы, а не покупать дорогостоящий металлолом. Госпожа Червь, наши экономические агенты готовы на такие шаги, можно сказать, авантюрные? Знаете, я думаю, что при определенных условиях, то, наверное, да. Потому что я хочу сказать, что у нас в экономическом блоке тоже разрабатывается ряд программ, которые стимулируют и поддерживают наших экономических агентов. И при условии, что у нас будет все хорошо, я думаю, что у нас будет достаточно экономических агентов, которые мы будем поддерживать, стимулировать, и в том числе и аграрный сектор. У нас есть все на это условия и все, скажем так, возможности, стремление, желание. Я думаю, что да, почему бы и нет. Михаил, пожалуйста. Я хочу вернуться к вашему вопросу про румынов, про Румынию, про фермеров и про взаимоотношения правительства и простого гражданина-фермера. Значит, смотрите, в Румынии, я вот наблюдаю, это наши соседи, там бывают стачки, митинги, до 1 миллиона человек. Да. И правительство, я вам хочу сказать, уже не первый раз, она показывает действительно уважение к этому народу, который избрал его. Кое-кто даже принимает решение об отставке. Это сейчас, я вам хочу сказать, комплимент. Они не уходят, как мы. Пошли, пару дней помитинговали, нас загладили, пообещали и до свидания. И нам ничего не делают. У них по-другому. Они митингуют и отстаивают, и все правительство с примером уходит в отставку. И это было много раз. Либо они идут на перевыборы, то есть это нормальная, здоровая демократия. Что у нас происходит? У нас сегодня власть боится за свои кресла. И как сказал Александр Дмитриевич, вы посмотрите, сколько раз этот кодекс за 3 месяца 4 раза поменяли под себя. Это нонсенс, это страшно. Вот вам и вся молдавская дипломатия, демократия и децентрализация, которая в принципе не существует у нас по-молдавски. Поэтому, подытоживая, вот Лариса Георгиевна сказала, что есть очень много проектов, и действительно с этим бюджетом, с тем, который приняло Народное собрание в конце прошлого года, мы действительно можем не шиковать, но жить в достатке. То есть есть такие программы на малый, на средний бизнес, есть грантовая поддержка от гагаузской автономии, от правительства и от гагаузского парламента. То есть власти страны, даже если они сегодня все же не услышат доводы наши, может, все-таки за нас ступятся наши партнеры традиционные, то, о чем сказал Александр Дмитриевич, это Тюркский мир и, может быть, Совет Европы, Венецианская комиссия, тоже, все же и Америка, они тоже, как говорится, федеративные округа, они тоже должны понимать, что вот это нас особый статус, с ним нужно считаться и уважать, если мы идем в Европу. Но если даже не получится, я бы хотел бы обратиться к жителям гагаузской автономии. Сегодняшняя передача, в принципе, она больше для того, чтобы, как Лариса Георгиевна сказала в начале передачи, чтобы бизнес-сообщество гагаузское все же почувствовало, и давайте вместе соберемся. Это трудно говорить, когда речь идет о деньгах. Но, может быть, на самом деле мы найдем какую-то формулу, потому что вчера я был на улице, мы тоже митинговали, одно, второе, вы мне перед Новым годом такой, прямой вопрос задали. Сегодня, Михаил, вы, советник Башкана, должны быть какие-то действия. То есть, я вам хочу сказать, действительно, и Башкан, и команда Башкана, и Александр Дмитриевич сейчас сказал, и Народное собрание, президиум, в принципе, работают. И они хотят выработать эту формулу, чтобы не пострадал простой народ, чтобы не пострадал бизнес. Я очень прошу бизнес, потому что
мы сами, многие занимаемся бизнесом. Мы знаем, что как этот НДС накапливается, Лариса Георгиевна. Мы знаем, как вы сейчас нашли в вашем управлении с вашим коллегами, с вашим заместителем, что вы нашли действительно, что и 2020 год, и 2022, и 2021 сейчас потихонечку этот НДС нужно сегодня выдавать, хотя с 1 ноября нужно. Мы знаем тоже, НДС он накопительный, то есть, понимаете, то есть я прошу бизнес, вот там говорят, мы будем уже переходить в другие населенные пункты и так далее. Конечно, это ваше право, но я думаю, что центральные власти этого и добиваются. Посеять хаос, потому что бизнес и политика, экономика и политика, они идут общей дорогой. У них есть очень много соприкосновений. Власть автономии, она абсолютно слышит сегодняшний бизнес. И я вам хочу сказать, многие во власти автономии, они тоже проходили этапы бизнеса и много лет были налогоплательщиками и остаются. Поэтому сегодня рубить с плеча не стоит. Я вижу очень многие бизнесмены и крупные какой-то раздрайв пытаются, ну и какой-то накат уже на властей автономии. Это все сделано специально, уважаемые элита наша, бизнес-сообщество, потому что фактически благодаря бизнес-сообществу у нас наполнение бюджета, и мы сегодня по большому счету в первую очередь оказались в таком положении, потому что действительно люди 20-летиями, десятилетиями создают эти бизнесы, рискуют, кредитуются, и вот они уже поставили на рельсы, и у них урезают это все. Несправедливо? Конечно, несправедливо. Но вот этот год, он будет сложным. Но если мы консолидируемся, как сказал депутат Гагаузского парламента, если мы сможем показать единство, я уверен, что помощь придет. Помощь придет, может, изнутри страны, а может, придет от наших друзей, от наших партнеров. У нас есть блестящие партнеры, у нас есть меценаты, и Иланшор, и турецкие партнеры, у нас очень крутые турецкие партнеры, и президент Эрдоган, и президент Алиев. У нас есть очень много серьезных партнеров, с которыми мы еще не говорили, Лариса Георгиевна. И мы должны, Александр Ильич, начать с ними говорить с ними открыто. Мы должны поехать и в европейское сообщество, к бизнес-сообществу и сказать, друзья мои, так эти деньги, которые вы отправляете в Молдову, они каким-то образом могут ложиться на Гагаузскую автономию? Или, как Александр Дмитриевич сказал, что кредиты и гранты будут делать только те, которым Майя Санду покажет пальчиком. Это вот и есть то, о чем сегодня целую передачу, вы заметите одно слово, дискриминация. Вот я вот его запомнил. На самом деле сегодня гагаузский народ... Кто-то сказал положительно. Вы сказали, да, Гроссу сказал, что положительно. Но действительно сегодня страдает весь гагаузский народ. И вот эта дискриминация, она идет по всем фронтам. Она идет, вот вы сказали, в аграрном секторе. Да, проблемы в аграрном секторе страшные. В Гагаузской автономии по всей республике. Мы видели, как к концу года они бастовали, трактора оставали в правительстве и так далее, и так далее. Но если посмотреть в экономике, в здравоохранении, в образовании, у нас везде коллапс. У нас везде коллапс. И сегодня, когда власть демонстрирует, что она закрывает институты, такие как сельхозинституты, мы в аграрной стране закрываем сельхозинституты. Когда они закрывают больницы, крутые больницы, которые всю жизнь, там столько врачей, они это все перекрывают. Когда они закрывают спортивные институты, но приходят обязательно, когда наши спортсмены поднимают флаг и гимн Молдовы, они приходят там пиариться. Вот где проблема и корень зла. Я, завершая свою мысль вот на сегодняшней передаче, я хотел бы поблагодарить компанию ГРТ. Очень большое давление идет на компанию ГРТ. Пользуясь случаем, об этом мы также будем говорить в нашей программе. Я, пользуясь случаем, я хотел бы сказать, что мы всегда, много-много лет, мы находимся рядом с компанией ГРТ. Компания ГРТ – это атрибут тоже нашей государственности. И мы не позволим каким-то псевдоэкспертам говорить, кому что транслировать. Сегодня компанию ГРТ любят жители Гагаузской автономии. И это наша компания. Мы хотим, чтобы здесь было много экспертов. Я знаю, что вы приглашаете очень много разных экспертов, и они отказываются. Вы приглашаете действующие власти, действующих депутатов с правящей партии, и они отказываются. Но потом говорят, что ГРТ только для какой-то пятой колонны. Это несправедливо, друзья мои. Я хочу, чтобы действительно
действительно жители гагаузской автономии почувствовали, что нам пришло время объединяться. Я попрошу и социалистов, и Возрождение, и партию ШОР, и партию ШАНС, и все про государственные партии. Ребята, давайте возьмем тайм-аут между нашими общими склоками. Давайте поддержим исполнительную власть и законодательную власть, та, которая сегодня во главе ведет корабль Гагаузия-Ри, и давайте поддержим все вместе гагаузский народ. Ну что ж, хороший, добрый месседж, Михаил Петрович, с вашей стороны прозвучал. Я хочу напомнить, что нет государственных денег, а есть деньги налогоплательщиков. Хочется верить, что в 2024 году никаких проблем в этом плане не произойдет серьезных, и экономика Гагаузии получит серьезный толчок. Получится или нет, покажет время. А наша программа подошла к концу. Всего доброго, до новых встреч.